Всем привет! Думаю, ни для кого не секрет, что современный смартфон это не просто средство связи, а мощнейший мультимедийно-развлекательный комплекс, который также информационный и который способен на очень многое. Ну и вот в подразделении Nokia Beta Labs решили задуматься над этим и сделать из телефона какого-то определенного советчика. Программа называется «Чувство» или «Feeling» по-английски. И вот, собственно, мы можем перебирать те чувства, которые нас сейчас, как говорится, ну, что мы сейчас ощущаем, как видите, неплохие картинки, и, собственно, вот видите, предлагают одиночество, забота, энергия или творчество. Например, выберем пункт энергия. И вот нам предлагают либо подбодрить друга, либо заглянуть в интернет, либо посетить события. Все действия мы способны сделать, используя функционал телефона. Ну, например, выбираем посетить событие, и загружаются карты АВИ. Ну и, собственно, дальше уже, собственно, сами карты. Так, программа скинула себя. Она еще немножечко сыровата, программа, потому что это бета-версия. Ну или, например, скажем, вот нам не нравятся те чувства, которые представлены, можем какое-то другое. Вот мы, например, сейчас чувствуем растерянность. Что же нам предлагают делать? Опять заглянуть в интернет, открыть приложение для навигации, чтобы найти на дорогу, или отправить сообщение другу, чтобы узнать дорогу. Ну, давайте выберем творчество. Что нам на творчество представят? Записать песню, внести свой вклад в Википедию, сделать снимок или записать видео. Ну, как видите, тут всевозможные, как говорится, ну, все возможные варианты перебирают использование телефона. Там могут и предложить послушать музыку. Если мы, например, берем записать песню, то, соответственно, открывается диктофон. То есть, ну, вы поняли, как это работает программа. Мне кажется, это довольно интересная мысль и, в принципе, интересный проект. Ну, на этом все. Всем пока.